День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Отопительный сезон стартовал в республике. Как подготовились к зиме коммунальные службы и стоит ли жителям волноваться? Они сняли радиаторы и вот затопили весь стояк с 10 по 1 этаж. Как проконтролировать, что именно купил ребенок в школьной столовой? В столице республики внедрена новая система питания школьников. Сайт ЛК-14 является очень удобным инструментом для контроля питания ребенка. У меня есть дочка, учится во 2 классе, и я могу зайти, посмотреть, что и во сколько поел ребенок. 125 миллионов иностранных туристов посетили Россию за последние 5 лет. Какие направления туризма стали наиболее важными? В Санкт-Петербурге прошла 23-я Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации при ООН. Россия сегодня перезапускает отрасль туризма с учетом всех самых передовых современных тенденций. Станут ли россияне меньше работать? По-прежнему очень остро обсуждается переход на 4-дневную рабочую неделю. Тут как посмотреть, потому что, в принципе, меня устраивает 5-дневная рабочая неделя. Многие регионы уже поддержали предложение Минздрава повысить возраст покупки крепкого алкоголя до 21 года. Будет ли принята в виде закона эта инициатива, направленная на снижение алкоголизации молодежи? Я думаю, что нужно повышать возраст продажи алкоголя, потому что некоторые продают вообще без всяких там паспортов и так далее. В Москве стартовал фестиваль «Открываем Россию заново вместе» Российского географического общества. Наша республика подготовила сразу 5 площадок. Чем же удивляют якутяне гостей и жителей столицы на этот раз? Соотношение зарплат бюджетников и средних зарплат в регионах сохранится в следующем году. Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии заявила, что правительство будет контролировать вопрос оплаты труда врачей, учителей, соцработников, упомянутых в майских указах президента, чтобы не было нарушений в этой части. Голикова уточнила, что каждому региону за период с 2019 по 2021 годы на это будут выделять по 100 миллиардов рублей из федерального бюджета. В свою очередь, зарплаты бюджетников, не упомянутых в указах, проиндексируют с 1 октября 2020 года на 3,8%. С 1 января, согласно законопроекту Минтруда, минимальный размер оплаты труда в России составит 12 130 рублей. Также правительство проиндексирует в 2020 году материнский капитал все на те же 3,8%, тем самым увеличив выплату до 466 тысяч рублей. Напомню, что на сегодняшний день его размер составляет 453 тысячи. По прогнозам Голиковой, материнский капитал ежегодно будут получать 1 миллион человек. Если в арктических районах отопительный сезон начался в конце июля, то в столице региона наблюдаются большие упущения по части запуска тепла в социально значимые учреждения. Сроки сдвинулись почти на 2 недели. О ситуации с запуском тепла в нашем следующем материале. В Якутске все еще идет подготовка к отопительному сезону. В некоторые многоквартирные жилые дома уже начали подавать тепло. Задолго до этого управляющие компании оповестили жильцов о необходимости завершить ремонтные работы. Игнорирование одного из таких предупреждений привело к массовому потопу квартир жилого дома на 203-м микрорайоне Якутска. Они сняли радиаторы и вот затопили весь стояк с 10 по 1 этаж. Вот хозяина квартиры мы не можем найти, потому что он появляется редко. Летом был случай тоже, там же топили с этой же квартиры. Вот. Кое-как нашли, перекрыли, и с тех пор он не появлялся. Ну вот мы видим, постоянно в квартирах ремонт идет, поэтому так, чтобы жили мигранты. Да еще при том отопительный сезон сняли отопление, радиаторы. Это вообще нонсенс, конечно. Теперь жители десятка квартир намерены судиться с недобросовестным соседом. А вот житель одного из домов по улице Нагорная жалуется уже на управляющую компанию. У нас промывали дом. Дело в том, что и надо было здесь, как сказать, вот как задвижки, они все текут. Я попросила, они приехали вчера, пришел сантехник, так как отопление дали, а у нас дома холодно. Попросила, говорю, у меня дети, придите, откройте. Он начал их открывать, а они текут все. То есть он забил вот эти чопики, как говорится, не знаю, как это называть. Сказал, нету задвижек,
будем думать. Разбираться, казалось, в столь простых вопросах приходится самому министру ЖКХ Якутии Дмитрию Садовникову. А как принимали? Как паспорт готовности подписывали? По поводу паспорта готовности уточнюсь по данному. Насколько я знаю, еще не все паспорта готовности выданы. 100% нажим. Вы же говорили 100%. 100%. Автодорожно получается 100%. Автодорожно, да, читали со 100%. Ну вот сегодня вот он автодорожно. Приходим и деревянная сварка, как обычно. Жильцы дома номер 4 по улице Студенческой могут только позавидовать так называемой деревянной сварке. Ну, скажем так, это однозначно недоработка управляющей компании. То есть это не ресурсники здесь этот участок обслуживают? Нет, здесь головные задвижки, видно, что узел ввода. Это зона ответственности всегда были за управляющей компанией. Ну, у нас еще время на исправление есть, я так понимаю, да? Время? Лето для этого есть. Лето, а не зима. Во время объезда объектов, где наблюдаются проблемы с запуском тепла, Дмитрий Садовников отметил, что запуск тепла в жилые дома и социально значимые учреждения Якутска находится под пристальным наблюдением прокуратуры. Напомним, в столице региона он должен был начаться 2 сентября, но на деле оказалось так, что тепло подано буквально на днях или вовсе еще не подается. А что касается многоквартирных жилых домов, то сроки подачи тепла истекают 15 сентября. Жизнь покажет, насколько этой задачей справляются, скажем, коммунальные службы города. И сегодня пока 15 не наступило, сегодня пока только 14. И посмотрим. До 15 стоит распоряжение. Но вот в социальных учреждениях опоздали, уже это факт. А вот по жилому сектору тоже посмотрим. Но я чувствую, что тоже будет опоздание, учитывая, что есть сейчас газовики работают над некоторыми домами, и есть дома, которые еще не получили паспорта готовности и акты готовности. Если в Якутске все не так хорошо, как хотелось бы, то в большинстве районов республики ситуация более радужная. В Алданском районе отопительный сезон стартовал еще 6 сентября. Для его своевременного начала теплоэнергетики провели все необходимые плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, в срок завершили реконструкцию сетей тепловодоснабжения. Все объекты запустились по графику, в принципе, без особых проблем. На данный момент, значит, отрабатываем с управляющей компанией, то есть такие есть жалобы, заявки, локального такого характера. В принципе, все нормально. Как планировали, так и отработали. Хочется верить, что, несмотря на недочеты, зиму жители республики встретят в теплых и уютных домах и квартирах. Евгений Тайтонов, Сусанна Рожина, Якутия. День за днем. Деньги на обед гарантированно будут потрачены на горячее питание, а не на газировку и чипсы. В столице Якутии внедрена новая система питания школьников. Как проконтролировать, что именно купил ребенок в школьной столовой и насколько питательной оказалась эта еда? Во сколько обойдется завтрак, обед и ужин, знает Юлия Великодная. Сегодня каждый субъект сам решает, чем и как часто надо кормить детей в общеобразовательных и дошкольных организациях. Единых стандартов и требований на федеральном уровне нет. В Якутии, согласно указу, финансовое обеспечение лежит на госбюджете, деньгах муниципалитетов и доплаты родителей. Салаты делаем. Овощные, вот сейчас как у нас осень, мы делаем как витаминизация. Стараемся овощные делать салаты, потому что зима у нас длинная, чтобы дети как-то витаминизировались. Ну и делаем запеченные, мы жареные сильно не делаем, у нас все запеченное, отварное все, такое курица, там, картофельное пюре, напитки, сухофрукты делаем витаминизированные. Якутия может похвастаться новой системой питания школьников. В проекте lk14.ru 50 тысяч пользователей. Каждый школьник получил личную карту. Баланс пополняют родители, а расплачиваться ей ребенок может только в школьной столовой. У каждого участника открыт свой личный кабинет, через который можно отслеживать все происходящее. Сегодня картой пользуются в 24 школах Якутска, Мирного, Вилюйского и еще нескольких районов. Для школы учеников карты бесплатные. Сайт ЛК-14 является очень удобным инструментом для контроля питания ребенка. У меня есть дочка, учится во 2 классе, и я могу зайти, посмотреть, что и во сколько поел ребенок. Я захожу несколько раз в неделю и смотрю, что поел ребенок. Но я думаю, будет удобно, потому что все будет на единой платформе, и расписание уроков же там будет, да? Все в одном.
все по одному клику, так сказать. При разработке меню соблюдены возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учетом проживания детей в условиях Крайнего Севера. Рацион адаптирован к национальным и территориальным особенностям питания населения региона. Так, в меню включены такие продукты, как жеребятина, якутская лепешка, напитки из местных ягод и витаминизированные печенья с добавлением ягод. Проект создавался на протяжении 3 лет. Авторы провели анализ, работали с научными данными. В каждой образовательной организации при согласовании меню с органами Роспотребнадзора учитываются и возрастные категории детей, и особенности состояния здоровья, и даже особенности социально-экономического развития того или иного района и культуры того или иного района. Например, если у нас в северных районах принято употреблять в пищу оленину, значит, особые сорта рыбы, это предусмотрено, и Санпин позволяет внедрить в меню именно местную продукцию. Волну возмущения в социальных сетях Нерюнгри подняли родители из-за повышения стоимости питания в школах района. В прошлом году завтрак стоил 90 рублей, в этом 120. Наши нерюнгринские коллеги выяснили, что меню стало обширнее, появились злаковые и кисломолочные изделия, сыры, йогурты и свежие фрукты. Меню было разработано согласно санитарных правил и норм, которые утверждены у нас на уровне Российской Федерации. Также данное меню рассматривал Роспотребнадзор, и они нам его согласовали. Да, на самом деле это каким-то образом повлекло за собой повышение. Сегодня питание в завтраке стоит у нас 110 рублей. Сейчас разрабатывается механизм социальной поддержки по поручению главы республики Айсена Николаева. В школах республики обучается почти 62 тысячи детей из малоимущих семей. Средняя стоимость питания в республике составляет 242 рубля. Это завтрака 85 и обеда 157 рублей в среднем. При этом учащиеся начальных классов в основном питаются бесплатно. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Захар Головин, Якутия. День за днем. Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Станут ли россияне меньше работать? По-прежнему очень остро обсуждается переход на 4-дневную рабочую неделю. Какие направления туризма стали наиболее важными? В Санкт-Петербурге прошла 23-я Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации. Мы продолжаем программу. На программу льготной ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке в 2020 году будет выделено от 5 до 10 миллиардов рублей, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения льготной ипотеки на жилье в регионах Дальнего Востока по ставке 2% годовых. Президент подчеркнул, что Дальний Восток – это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить. По словам Путина, из 8,2 миллиона жителей Дальневосточного федерального округа почти 1,5 миллиона – это молодежь, которая учится в школах, колледжах и вузах. Программа может быть запущена в текущем году сроком на 5 лет. Ее также могут распространить на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли дальневосточный гектар. Есть, например, информация о том, что не будет первоначального взноса. Кредит не должен превышать 5 миллионов рублей. Срок кредитования не должно превышать 20 лет, например. Вот такие только есть ограничения, которые на сегодняшний день известны. Заниматься будут региональные операторы, в нашем случае Республиканское ипотечное агентство, этим вопросом. В отличие от семейной ипотеки, по которым занимаются все практически крупные банки. 4-дневная рабочая неделя еще несколько месяцев назад стала главной темой для обсуждения в России. Известно, что глава правительства дал задание представителям Министерства труда рассмотреть такое предложение до конца сентября. Мнение якутян, а также все за и против такой инициативы взвесила Юлия Великодная. 7 марта 1967 года ЦК КПСС, Совет министров СССР и Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов приняли постановление о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на 5-дневную рабочую неделю с 2 выходными днями. Спустя неделю Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. С тех пор нормы рабочего времени ни в СССР, ни в России не менялись.
И вот 11 июня этого года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может стать 4-дневной. Премьер напомнил, что столетия назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Медведев сослался и на более свежий пример. Компания из Новой Зеландии вела 4-дневную рабочую неделю с оплатой 3 выходных. В итоге, по его словам, прирост производительности в перерасчете на 1 час рабочего времени составил около 20%, а уровень стресса сотрудников значительно снизился. Если приводить в пример зарубежные страны, то самая короткая рабочая неделя сейчас в Нидерландах, где граждане отрабатывают в среднем 29 часов за 4 рабочих дня, а оставшиеся 3 дня отдыхают. А самые трудолюбивые японцы и корейцы, проводящие на работе до 55 часов в неделю. По производственному календарю, включая длительные праздничные выходные, Россия в 5 стран трудоголиков, на 1-м месте Мексика. А лентяем по статистике оказалась Германия. Что касается профсоюзов, осуществляющих деятельность в России, новую идею они поддерживают. Федерация профсоюзов, которую в информационном пространстве можно встретить под аббревиатурой ФНПР, предлагает рассмотреть такой вариант, сохранив при этом заработную плату людей, осуществляющих трудовые процессы. В нашей республике, как известно, к федеральным праздничным дням добавляются региональные. При этом в Якутии закон о дополнительных нерабочих праздничных днях носит рекомендательный характер. Что же думают о переходе на 4-дневную рабочую неделю якутяне? Меня устраивает, да. Почему? Потому что есть 3 дня выходных. Для семейных людей, наверное, 4 дня подряд работать днями нормально, а на 3 дня предоставить семье. Наверное, хорошо. Нормально. Какая-то ерунда, наверное. Ну, хорошо. Нормально. Ну, так-то было бы хорошо. 4 дня проработал, 3 дня отдыхаешь. Ну, а в плане денег, конечно, наверное, это будет невыгодно. Во-первых, если при такой зарплате, то неплохо. Это будет дополнительный стимул для нас, женщин, для матерей, бабушек. Ну, больше будет свободного времени на семью и на себя. Тут как посмотреть, потому что, в принципе, меня устраивает 5-дневная рабочая неделя. Я считаю, что достаточно 2 выходных дней. Слишком много выходных дней не дает ничего хорошего. Ну, я считаю, что сильно много выходных в России у нас. Работать надо. Надо убрать все праздники, работать и работать. Я считаю, что это отразится в первую очередь на зарплату. Поэтому считаю, что это не самая лучшая идея. Я думаю, плохо. Мы все потеряем зарплату. Ну вот насчет зарплаты надо подумать. Конечно, наверное, уменьшится. Это, конечно, очень плохо. Мнения якутян разделились. Эксперты также не дают однозначного ответа, к чему может привести сокращение рабочего времени. В этом процессе есть как свои плюсы, так и определенные подводные камни. Так, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркивает, если в теории сокращение рабочего времени сказывается положительно на экономических процессах, то на практике все может выглядеть не так радужно. Но исключена вероятность сокращения зарплаты и персонала. И наоборот, увеличение ежедневной нагрузки на оставшихся работников. А доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова Инга Корягина из минусов отмечают следующие моменты. Первое. Работать продуктивно по 10 часов в день – тяжелая задача. Нужна привычка. Иначе усталость снизит продуктивность. Второе. Позднее возвращение домой приведет к нежеланию встречаться с друзьями и отдыхать за пределами квартиры. Третье. Семейным сотрудникам нужно будет искать няню на вечерние часы и перестраивать график ухода за детьми или пожилыми родителями. Пока, конечно, можно сказать, что наша страна, наша экономика не готовы к такому переходу, поскольку по производительности труда мы находимся в мире на, по-моему, 34-м месте. По роботизации производства мы занимаем всего-навсего 27-е место в мире. Поэтому объективных предпосылок, объективных условий для того, чтобы у нас произошли такие изменения, нету. Если же мы сократим количество рабочих дней до 4, но сделаем продолжительность рабочего дня 10 часов, тогда весь смысл теряется, потому что мы будем еще больше уставать, наша производительность будет сокращаться.
Вопросы миграционной политики всегда были одними из приоритетных в работе всех органов власти. На этой неделе по всей стране отмечали 300-летие со дня образования подразделений по вопросам миграции системы МВД России. Наша республика не стала исключением. О всех тонкостях и нюансах работы миграционной службы Якутии узнавал Юрий Осипов. История миграционной службы уходит корнями далеко в прошлое. Годом рождения считается 1719 год. Отправной точкой стал указ Петра I. С тех пор миграционные подразделения претерпели немало изменений и существенно расширились их полномочия. Так, к примеру, сегодня, чтобы получить паспорт России, обратиться нужно именно к ним. Наша работа, конечно, очень рутинная, многообразная. И когда получают дети впервые, достигшие 14 лет, основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, очень волнуются. И этот момент очень нас вдохновляла. И благодарность родителей, граждан, которые получают нашу услугу, для нас очень высокая оценка. За прошедшие месяцы этого года на территории Якутии было оформлено свыше 36,5 тысяч паспортов. Закономерно, что наибольшее их количество оформлено в столице республики – чуть больше 40%, в Нерюнгринском районе 6% и более 4,5% в Мирнинском. Больше всего услуг оказывается по регистрационному учету граждан. Так, численность населения в 2019 году возросла на 0,3% и достигла более 960 тысяч. Миграционная ситуация на территории нашей республики является стабильной. Дело в том, что на протяжении длительного периода времени, естественно, существует определенная динамика именно как раз по прибытию иностранных граждан на территорию нашего субъекта. С чем это связано? В первую очередь, естественно, с экономическо-социальным развитием нашей республики. Дело в том, что мы являемся на территории Дальневосточного федерального округа наиболее благополучным субъектом Российской Федерации, именно как в части по привлечению инвестиций и в том числе и по осуществлению как раз экономически важных проектов, именно направленных на развитие нашей республики. Сегодня миграционная служба активно работает и в электронном формате, оказывая помощь через портал госуслуг. Но несмотря на все новшества, сотрудники правопорядка не забывают о борьбе с незаконными мигрантами. Также мы осуществляем контрольно-надзорную деятельность. Это в отношении иностранных граждан, также лиц без гражданства. Осуществляем внеплановые проверки, проводим оперативно-профилактические мероприятия. Основная часть и наплыв идет на наш отдел по вопросам миграции в городе Якутске. За этот год в Якутии возбуждено более 200 уголовных дел в сфере миграции. По результатам проведенных рейдов сотрудники правопорядка выявили более 3000 правонарушений, совершенных мигрантами. Из них за нелегальную миграцию к административной ответственности привлечены более 1500, что составило 46% от общего числа. По административным материалам вынесено 223 решения о выдворении из страны. Общая сумма наложенных штрафов составила около 10 миллионов рублей. В республике на сегодняшний день работает чуть больше 220 сотрудников МВД, которые занимаются вопросами миграции. И не считаясь со своим малым количеством, изо дня в день помогают людям. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутия. День за днем. Россия будет наращивать эффективность государственной поддержки туризма и укреплять конкурентоспособность туристического рынка. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, которая прошла в Санкт-Петербурге. Как отметил глава государства, только за последние 5 лет Россию посетили 125 миллионов иностранных туристов. Это стало результатом последовательной работы по развитию туриндустрии. Мы будем еще более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической цифровой эпохе. Так в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей. Мы открыты для обмена интересными идеями и предложениями, готовы и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Без преувеличения можно сказать, что на этой неделе Санкт-Петербург на несколько дней стал туристическим центром мира. 23-я Генассамблея Всемирной туристической организации при Организации Объединенных Наций объединила представителей более 150 стран. Это около 2000 делегатов и 158 министров. Какие направления туризма стали наиболее важными, узнаем в материале Айсены Бурнашовой.
На международной арене участники сессий и заседаний поднимают самые разные вопросы. Оцифровка отрасли, культурное наследие, комфорт городской среды. Но, пожалуй, самой ключевой темой на 23-й Генассамблее стала тема медицинского туризма. По данным Ростуризма, в 2016 году более 35 тысяч иностранных туристов приезжали в Россию поправить свое здоровье. В 2018 году медицинский туризм привлек около 300 тысяч пациентов. И только за первое полугодие этого года цифра увеличилась до 530 тысяч иностранцев. Как отмечает Зарина Дагузова, эта динамика делает медицинский и оздоровительный туризм в России приоритетным направлением. Россия сегодня перезапускает отрасль туризма с учетом всех самых передовых современных тенденций. Так, одной из новинок российской туриндустрии станет электронная виза. Оцифровка отрасли должна избавить туристов от бумажной волокиты и существенно увеличить у них желание посетить нашу страну. В настоящее время электронная виза работает на Дальнем Востоке и еще в 3 субъектах России. Но уже с 1 октября на цифру перейдет Санкт-Петербург и Ленинградская область. В целом же по стране эта система заработает в 2021 году. Это формат цифровизации, это быстро, это инновационно, это посредством гаджетов и компьютеров. А благодаря такому турпродукту Санкт-Петербург будет эффективен как международная дестинация. Не случайно выбор города в проведении первой в России Генассамблеи пал на Санкт-Петербург. В туристическом плане северная столица, если не впереди планеты всей, то уж точно впереди многих российских городов. Потому что меньше становится красивых городов. Это все-таки некая история, которая сделана людьми. Потому что он красивый, наша северная Венеция. Всем стало интересно, хотят познакомиться, он преображается с каждым годом. Поэтому я так думаю. Так, в Санкт-Петербурге ожидают старт так называемого туристического сбора, сумма которого составит 100 рублей в сутки с человека. А ведь в год насладиться городом на Неве прибывает около 4 миллионов иностранных туристов. Местные власти уже знают, на что потратят средства от сбора. Участник этого сбора, это позволяет содержать инфраструктуру. Нужно сохранить наше историческое наследие. Это напрямую практически все объекты показа. Для тысяч делегатов Генассамблея стала площадкой, где решается главный вопрос – в каком направлении двигаться дальше и что предложить своим гостям. Туризм – это очень важная отрасль, особенно для моей республики. Экономика Фиджи напрямую зависит от туристического потока. Наши острова являются излюбленным местом отдыха для многих туристов, и эта площадка позволит как Фиджи, так и другим туристическим странам увеличить свои обороты и стать еще более открытыми для туристов. Еще одна тенденция, которую отметили иностранцы на Генассамблее, это стремление понять, с чем же живут российские города и какой продукт они предлагают своим туристам. Регионы времени зря терять не стали и презентовали свои дестинации. Проект «Восточное кольцо России». Всего в рамках этого проекта на выставке заявлено 5 регионов Дальнего Востока, в том числе и наша республика. Основной ключевой задачей было соединить все субъекты Дальнего Востока, все регионы Дальнего Востока в единый туристический маршрут, который помогал бы продемонстрировать сокровища каждого региона. Благодаря Генассамблее министры туризма различных государств увидели Россию своими глазами, оценили ее туристический потенциал. И пока наша страна готовится к потоку туристов, за право проведения сессии в 2021 году борются Марокко, Филиппины и Кения. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее в нашей программе. Будет ли принята в виде закона инициатива повышения возраста покупки алкоголя до 21 года, направленная на снижение алкоголизации молодежи? Чем удивили якутяне гостей и жителей столицы на этот раз? В Москве стартовал фестиваль «Открываем Россию заново вместе» Российского географического общества. Мы продолжаем программу.
Еще одна законодательная инициатива очень широко обсуждалась на этой неделе. Минздрав России выступил с предложением увеличить возрастной ценз продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Многие регионы уже поддержали закон, который в скором времени уже будет принят. Какие есть в этом плюсы, а какие минусы, узнавала Сусанна Рожина. В связи с тем, что инициатива исходит от федерального Минздрава, то врачи, естественно, поддерживают этот закон, так как он направлен на уменьшение алкоголизации населения страны. Статистика – вещь упряма, и в Якутии, несмотря на все усилия, продолжается рост употребления алкогольных напитков среди населения. И что самое страшное, среди молодого поколения. В сегодняшний момент все-таки пока еще мужчины у нас превалируют, но женщины догоняют, причем догоняют большими темпами. Кстати, в подростковом возрасте у нас, вот если подростковая служба отмечает, что рост девочек, сейчас девочек у нас, пробующих алкоголь, больше, чем мальчиков. По данным якутского наркодиспансера, на учете с синдромом зависимости от алкоголизма стоят более 11 тысяч человек, а с пагубным влиянием около 1500 человек. И по мнению врачей, алкоголь оказывает свое негативное влияние именно на молодой и неокрепший организм. Возраст 18 лет – это еще ребенок, еще не сформировались все органы и системы, особенно центральная нервная система. Почему в этом возрасте дети подвержены различным воздействиям внешней среды, влиянию окружающей среды? Поэтому 21 год – ну, это приблизительно уже человек, который может давать отчет своим действиям. Считаю, что это пойдет только на пользу Якутску. Я думаю, что нужно повышать возраст продажи алкоголя, потому что некоторые продают вообще типа без всяких там паспортов и так далее. 16 лет это все-таки еще не такой уж взрослый человек, чтобы употреблять не то что алкоголь, но и курить, и это все. Но тут есть и обратная сторона медали. Законом запрещена продажа лицам младше 21 года алкоголя крепостью более 16,5 градусов, хотя врачи не видят никакой разницы по крепости алкоголя. А вот чем опасен алкоголь с меньшим содержанием градусов, то есть они употребляют, пьют и не замечают, что в принципе-то с того состояния опьянения, чтобы достичь, да, надо принять-то большее количество. То, что больше, это не есть хорошо. Однако у федерального Минфина свое мнение по поводу продажи крепкого алкоголя, и поэтому данный законопроект не поддержал, хотя Министерство предпринимательства поддерживает инициативу. Принятие этого закона должно быть направлено на усиление работы со стороны МВД в части, конечно, вот такого вида деятельности, как бутлегерство. Конечно, это нужно искоренять, над этим вопросом нужно работать. Причем работать не только полиция, здесь должна работать и общественность. И, конечно, сегодня наши коллеги, наши предприниматели, они не высказались против того, что сегодня увеличивается возраст, в принципе, 21 год. При этом бизнес понимает, что до 21 года это еще не сформировавшаяся личность, которая не может полностью отдавать отчет своим действиям. Поэтому предпринимательское сообщество идет навстречу федеральному Минздраву и поддерживает инициативу. По практике очень многих стран, если смотреть, что там действительно установлен возраст 21 год. Мы сегодня понимаем, что именно к 21 году формируется сам мозг. То есть подросток начинает до 21 года, конечно, формирование идет мозговой и полностью общей системы. Поэтому это действительно правильное решение, что сегодня такой ценз устанавливается. И я думаю, что этот проект будет, конечно же, в дальнейшем утвержден. Как мы видим, только выпадающие доходы от продажи крепкого алкоголя тормозят принятие данного закона. Но уже большинство ведомств поддерживают эту инициативу. Законопроект согласован практически со всеми федеральными органами. И, возможно, уже в конце года проект будет рассмотрен. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Якутия. День за днем. Несмотря на то, что телевидение и интернет добрались до самых отдаленных уголков нашей республики, печатное слово все равно очень востребовано. И поэтому мы решили теперь знакомить вас с тем, о чем пишут некоторые газеты, выходящие в разных районах нашей республики.
В свежем выпуске Нерюнгринской газеты «Индустрия Севера» опубликовано актуальное интервью с заместителем председателя правительства Якутии Ольгой Валерьевной Балапкиной. В интервью говорится о вхождении поселковых больниц в состав центральной районной больницы, что позволяет обеспечить равный доступ для населения к врачам узкой специализации. Независимо от того, где живет пациент, в городе или поселке, теперь он будет закреплен за одной больницей, тем самым это позволит улучшить качество предоставляемых медицинских услуг. Также газета «Индустрия Севера» рассказывает о прошедшем в Нерюнгри первом в Якутии антинаркотическом молодежном форуме «Вместе против наркотиков», организаторами которого выступили Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, районная администрация и общероссийская общественная организация «Общее дело». В рамках форума его участники обсудили подходы к организации профилактической работы, способы эффективной помощи лицам с зависимым поведением, подготовили волонтеров для работы в сфере антинаркотической профилактики. 7000-м зарегистрированным ребенком стал Савелий из села Березовка. Об этом пишет газета «Халыман Долгуннара» города Среднеколымска. В семье Винокуровой Ксении и Хабаровского Василия 18 июля 2019 года родился мальчик, которого назвали Савелием. Семья живет в Березовском национальном кочевом наследии. Газета Оленёкского улуса Савданга пишет, что в единый день голосования 8 сентября в Оленёкском наследии была проведена интересная культурная программа. В ярмарке выставки в роли предпринимателей выступили школьники. Также состоялся концерт представителей округов муниципального образования, спортивные состязания, веселые старты. Открылась новая центральная котельная в Таймылыре. Об этом сообщает из Булунского улуса газета «Маяк Арктики». Во время торжества первый заместитель главы Булунского улуса Афанасий Андросов отметил, что открытие котельной имеет весомую важность для жителей поселка. Это долгожданное событие, которое дает возможность населению поселка проводить суровые арктические зимы, растить детей в теплых и уютных домах. На прежней котельной постоянно случались аварии в связи с износом оборудования. С вводом данного объекта начинается новая ступень развития поселка с самыми смелыми планами на будущее. 7 сентября коллектив Тиксинской школы номер 2 дал старт акции «Зеленая Россия». Под руководством директора прошел экологический субботник по санитарной очистке и благоустройству территории школы. Мероприятие было организовано по инициативе администрации школы в целях реализации комплекса экологических мероприятий в рамках федерального национального проекта «Экология». Все участники акции вышли на уборку с плакатами с символикой экомарафона. В рамках акции собрано более 28 мешков бытового мусора. Целью мероприятия является не просто очистить от мусора берег моря Лаптевых, а привлечь внимание к охране и повышению качества водных ресурсов всего Булунского района. Газета «Колымские новости». В Верхнеколымском районе 6 населенных пунктов. 5 из них участвуют в программе местных инициатив. В районном центре реализуется проект «Ремонт площади имени Ленина» в поселке Зырянка, который предусматривает расширение и озеленение места, где проходят все праздники. В селе Нелемное уже построена площадка для проведения мероприятий, и она уже опробована. На ней прошел юкагирский праздник Шахаджибе. Проект призван решить большую проблему средней школы села Угольного и предусматривает устройство строительной кровли основного здания школы вместо имеющейся плоской. Самый увлекательный и масштабный географический праздник стартовал в Москве. В столичном парке Зарядье начался фестиваль «Открываем Россию заново вместе». В течение 10 дней с утра до вечера гости мероприятия, не выезжая из города, смогут познакомиться с разнообразной природой России и культурным достоянием народов нашей страны. На форуме обширно представлены наш регион. Чем удивляют якутяне гостей и жителей столицы на этот раз, расскажет Максим Кардозу. Фестиваль называется «Открываем Россию заново вместе». Действительно, в центре Москвы, в парке Зарядье, практически у стен Кремля. Если вы посмотрите, вот они, за мной башни этой древней крепости. Появилось такое мультинациональное поселение. Здесь можно увидеть и чум, и юрту, и казачье подворье. Здесь же выстроили и нарядную белую якутскую урасу. Первыми якутскую урасу оценили особые гости – Валентин Матвиенко и Сергей Шойгу. Причем министр обороны так проникся культурой народа Саха, что удивил всех импровизированным концертом на варгане. Браво!
Вы знаете, так неожиданно, но Сергей Кужегедович захотел сыграть на хомусе. Он сыграл, потрясающе играет. И они очень были довольны нашими якутскими оладушками и кёрчах. Здесь, вот в центре Москвы, наверное, впервые ураса якутская встала. Большой интерес. И сегодня и Сергей Кужегетович, председатель Русского географического общества, и Валентина Ивановна Матвиенко, они с очень большим интересом посмотрели нашу экспозицию. Мы должны продвигать свой регион. К сожалению, в России в целом о других регионах знают не так много. И вот в этой части, конечно же, я считаю, что Русское географическое общество делает очень большую работу, когда вот знакомит регионы страны между собой. Главная задача фестиваля Русского географического общества – показать все разнообразие страны. И, конечно, каждый регион старается здесь презентовать себя с самой интересной стороны. И тут Якутия вновь смогла удивить. В Москву привезли уникальные палеонтологические находки – мамонтенка юка и 2 пещерных львят. У них уже такая взрослая шерсть. Из-за этого они сейчас очень красиво выглядят. И мы, возможно, сможем узнать, как выглядели пещерные львы. Львы уникальные. Интерес ученых к этим львятам огромный. Мы уже работаем большим коллективом от Японии, США, вот Швеции, там очень много ученых задействованы. И мы надеемся, что будут получены качественные результаты. Фестиваль продлится до 22 сентября. Гости форума смогут посетить разные мастер-классы, поучаствовать в национальных состязаниях, попробовать кухню народов России и даже выбрать себе будущий туристический маршрут по стране. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее. Открытый чемпионат «Бурый трофи» по езде по бездорожью прошел в Мирном. На НВК «Саха» стартовал новый сезон. Чего же ждать зрителям и радиослушателям? Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». В Нерюнгри на малой ледовой арене «Шахтер» в течение 3 дней проходили игры чемпионата России по хоккею среди юношей. Участниками стали местная команда «Энергия» и хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока. Соперники отыграли 3 матча. В каждом из них победу с небольшим перевесом одержала команда из Владивостока. Я напомню, что в прошлом году наша команда заняла 2-е место. В этом году, конечно, будет посложнее, потому что состав по сравнению с прошлым годом стал послабее из-за того, что выбыли игроки 2002 года рождения. У нас получается очень сильная первая 5-ка, которая переигрывает по всем статьям «Адмирал». Но в связи с тем, что нету глубины состава, игрокам приходится играть по 40 минут за матч, то есть находиться на льду первой 5-ки. И уже, конечно, в 3-й игре им тяжело, они просто физически устали. Серьезно похолодало в эти дни на территории всей республики. Если говорить о погоде подробнее, то в выходные на северо-запад и запад Якутии придет циклон из Красноярского края, который принесет арктический воздух. На большей части территории республики ожидаются резкое похолодание, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, мокрый снег и дождь. А первый снег уже выпал в Нерюнгринском, Мирнинском, Сунтарском и Нюрбинском районах. Ухудшение погоды также ожидается и в центральной группе районов нашей республики. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге. На этой неделе стартовал новый телесезон в НВК «Саха». Дирекция эфирного вещания учла все пожелания зрителей и включила в программу рейтинговые передачи. Кроме этого, появились новые телепередачи для мужчин и гурманов. Также компания выпустит новые сериалы. Уже в декабре планируется показать сериал под рабочим названием «Иза и Лиза», а после Нового года еще один телесериал. Новые проекты – это у нас «Готовим вкусно», затем идет «Мужской разговор», это которые в этом году только запускаются эти новые передачи, и уже полюбившиеся передачи, которые «Сеген Сире», «Энсулускун», «Ирдель», это все равно порадует наших телезрителей, и новый проект у нас будет
«Танцуй Инкюля», и где мы принимаем заявки, до сих пор пока принимаем, участвуйте. Там не более 10 человек, коллектив должен быть с республики, и там не участвуют непрофессионалы, это самодеятельные коллективы. Также в новом сезоне радио Т-Тим можно слушать через новое мобильное приложение. Дирекция радиовещания НВК «Саха» запустила новое мобильное приложение на платформах iOS и Android. Таким образом, пользователи смогут слушать якутское радио в любой точке мира, где есть интернет. Отметим, что в новом радиосезоне редакция подготовила для жителей республики много интересных программ. Также радиослушателей ждут оперативные прямые включения с мест различных событий. В течение 17 часов в студии будут находиться ведущие, а также много новых рубрик, передач, а также прямых подключений именно с места событий. А также будут литературные чтения произведений известных авторов. А также мы на днях запустили новое мобильное приложение. Таким образом можно слушать радио в любой точке мира, где есть интернет и мобильная связь. Прямая линия с Айсеном Николаевым состоится накануне Дня государственности республики в четверг, 26 сентября. Начало трансляции в 19:00 по якутскому времени. Айсен Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы и решения по оперативным и проблемным вопросам, касающимся всех сфер жизни. Выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. Трансляция пройдет на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, Россия-24, Радио Саха, Радио Россия, а также в социальных сетях. Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону. Также свои вопросы можно задать заранее по телефону или отправить письмо на электронный адрес с указанием фамилии, имя, отчества и контактных данных. Номер телефона и электронный адрес вы видите сейчас на своих экранах. Открытый чемпионат «Бурый трофи» вновь порадовал зрителей экстремальными моментами на бездорожье. Соревнования джиперов прошли в минувшие выходные в окрестностях Мирного. В рейдах участвовали не только автомобилисты, но и мотогонщики. Отдельное задание было предусмотрено для пеших туристов. Как проходили старты внедорожников, смотрите далее. Мирнинские внедорожники завершают спортивный сезон зрелищными автогонками «Бурый трофи». За 10 лет своей истории эти соревнования из любительских покатушек выросли в районный чемпионат при поддержке спонсоров и муниципальных властей. Хочу пожелать вам терпения в гонке, желания победить, удачи, ни гвоздя, ни жезла, пусть победит сильнейший. Помощи Божией и всяческих благ. Поздравляю с открытием этого замечательного мероприятия. На предстартовом брифинге распределили порядковые номера и провели импровизированный аукцион вещей с символикой соревнований. Обязателен и технический инструктаж. Если недавно в трофи-рейдах участвовали только автомобилисты, то сейчас к стартам готовятся и мотогонщики в классе эндуро. Последних приехали поддержать единомышленники из клуба «Амака» на мотоциклах, достойных отдельного шоу. За компанию наших эндуристов, чтобы им трасса счастливой показалась, чтобы не застревали и весело прошли эту гонку. Рейд по пересеченной местности – это нелегкое испытание для мотогонщиков. Нужно быть готовым к любой ситуации. Действовать придется в одиночку. Да, все что угодно. Может просто мотоцикл сломаться и не завестись, и все. И хуже всего, если не будет, допустим, связи. Есть там такие точки, где нету связи вообще, в принципе. С интервалом в несколько минут мотоциклисты первыми отправились в путь. Лимит прохождения трассы – 8 часов. За это время следует взять 30 контрольных точек. В зачетных категориях «Спорт» и «Стандарт» участвуют 6 автомобилей. Их оснащение соответствует техническому регламенту трофи. Первый спецучасток для обеих категорий одинаков. Это GPS-ориентирование, когда за определенное время нужно отыскать контрольные точки, указанные в легенде. Но у нас всего их 24, поэтому по времени, в зависимости от сложности их взятия, будем стараться уложиться в регламент 8-часовой гонки с начала отсчета своего старта и, как сказать, максимальное количество точек взять. Увидеть, как работают джиперы в сложных ситуациях, зрители смогли сразу же после старта. Первая водная преграда оказалась в сотне метрах от базового лагеря. Сейчас популярные так называемые шоу-точки, которые, они недалеко от старта, как правило, находятся, и можно воочию с близкого расстояния посмотреть на
подготовку, техническое оснащение экипажей. Этот участок заставил потрудиться все экипажи. Пройти его без вспомогательных средств не удалось никому. В дело пошли лебедки, сэнд-траки и другие приспособления внедорожников. Правилами ТРОФИ допускается взаимовыручка на трассе, чем и воспользовались экипажи. Застрявшие машины вытаскивали с помощью буксировочного троса, чтобы затем форсировать ручей вновь. Для машин в категории «Спорт» предусмотрен и второй спецучасток – линейный ТРОФИ. Это 10-часовой ночной рейд, когда путевые точки нужно брать в определенной последовательности, одолевая все препятствия на пути. Подход машин к контрольным пунктам обязательно фиксируется на фото. Трасса представляет собой сложный рельеф, пересеченную местность, броды, подъемы, болота, триальные участки. Когда автомобили скрылись из виду, настал черед пеших туристов. В этот раз к участию в рейде заявились 5 команд по 2 человека. Пришел на старт и уже думаю, где бы мне в воду не залезть. Это мой напарник Юля. Вместе мы переплывем все речки. Спортивное ориентирование набирает все большую популярность, ведь здесь нужна и хорошая физическая подготовка, чтобы показывать лучшее время, и умение пользоваться навигатором, ориентироваться по карте. В позапрошлом году сделали ошибку, брали ее согласно нашему маршруту, который приложен, а сейчас мы уже продумали и будем немножко по-другому брать точки. Так или иначе, пешим придется 5-6 часов курсировать по тайге в поисках пронумерованных табличек. Рассчитываем на 30 километров передвижения по пересеченной местности и взятие всех 29 КП. Жена сказала без медали домой не возвращаться. А тех, кто действительно вернулся с результатом, достойным медалей и кубков, участники узнают в ближайшие выходные на церемонии награждения в театрально-концертном центре «Якутск». Призовой фонд обещает быть хорошим, во многом благодаря поддержке компании «Алроса», ставшей генеральным спонсором соревнований. Благодарим компанию за поддержку, что обратила внимание на нашу деятельность. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и чтобы у нас автомотоспорт развивался в городе. Ну а пока организаторы скрупулезно изучают протоколы соревнований и ведут подсчет баллов, гарантируя объективную оценку всех участников 5-го открытого чемпионата «Бурый трофи». Владислав Солдатенко, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.